Представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Но другие богатством гордились или знатностью, а мы – профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Официально днем рождения воздушно-десантных войск принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые с бомбардировщика ТБ-3 на парашютах было выброшено десантное подразделение из 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективы и преимущества парашютно-десантных частей и их возможности по быстрому охвату противника по воздуху. Советский Союз стал родиной воздушно-десантных войск. В Первой мировой истории парашютно-десантный отряд был создан в Ленинградском военном округе. И уже в 1931 году он представлял собой полностью готовое к бою воинское подразделение, состоящее из 480 парашютистов с 18 самолетами. Началом создания массовых воздушно-десантных войск положило постановление Революционного военного совета СССР, принятое 11 декабря 1932 года. Реввоенсовет постановил развернуть на базе парашютно-десантного отряда Ленинградского военного округа бригаду, возложив на нее обучение инструкторов по воздушно-десантной подготовке и отработку оперативно-тактических нормативов. Чуть позже на их базе были организованы 4 воздушно-десантные бригады специального назначения. Уже в 1935 году, когда даже самые передовые армии мира предпринимали лишь скромные попытки включать парашютистов в вооруженные силы, Советский Союз на маневрах под Киевом задействовал десант из 1200 солдат. Приглашенные на маневры иностранные военные атташе были поражены. В СССР воздушно-десантные войска в то время крепли, развивались и росли в численности. Перед войной страна располагала 5 воздушно-десантными корпусами, в которых служило около 50 тысяч десантников. К началу войны в тылу было развернуто еще 5 корпусов. Боевой путь ВДВ отмечен многими памятными датами. В вооруженном конфликте на Халкинголе приняла участие 212-я воздушно-десантная бригада. Во время Советско-финляндской войны 1939-1940-е годы вместе со стрелковыми частями сражались 201-я, 202-я и 214-я воздушно-десантные бригады. В ходе контрнаступления под Москвой для содействия войсками Западного и Калининского фронтов в окружении и разгроме Вяземской, Ржевской и Юхновской группировки немцев в начале 1942 года была проведена Вяземская воздушно-десантная операция с десантированием 4-го воздушно-десантного корпуса. Это была наиболее крупная операция воздушно-десантных войск в годы Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны воздушно-десантные войска внесли достойный вклад в общее дело по разгрому немецко-фашистских оккупантов. В период с 1979 по 1989 года ряд воинских частей воздушно-десантных войск принимал активное участие в боевых действиях в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. За 10 лет афганской войны 17 отважных десантников стали героями Советского Союза. Более 24 тысяч за проявленное мужество и героизм были отмечены другими государственными наградами. Самой массовой боевой воздушно-десантной операцией в вооруженных силах СССР в период после Великой Отечественной войны следует считать 5-ю Паншерскую операцию в мае-июне 1982 года, в
в ходе которой впервые была осуществлена массовая высадка десанта в Афганистане. Только в течение первых 3 дней посадочным способом с вертолетов было десантировано свыше 4000 человек. Всего в этой операции принимало участие около 12 тысяч военнослужащих различных родов войск. Операция проходила одновременно на все 120 километров глубины ущелья. В результате большая часть ущелья Паншер была взята под контроль. История воздушно-десантных войск неразрывно связана с именем десантника номер 1, генерала армии Василия Маргелова, командующего воздушно-десантных войск в период с 1954 по 1959 и с 1961 по 1979 год. Под его руководством в воздушно-десантных войсках были достигнуты значительные результаты в развитии средств десантирования, организации войск, их вооружения, боевой подготовки, расширились возможности их боевого применения. Василий Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность. Генерал армии Василий Маргелов инициировал создание и серийное производство на предприятиях оборонно-промышленного комплекса парашютно-реактивных и многокупольных систем для десантирования бронетехники с самолетов военно-транспортной авиации. Под его непосредственным контролем для десантников создавались модификации стрелкового оружия, упрощающие их десантирование на парашюте. Самые знаковые для десантника элементы формы одежды – берет небесного цвета и тельняшка – также были утверждены генералом армии Василием Маргеловым. Василий Маргелов, командующий из легенды. За короткое время в исторических масштабах смог изменить облик ВДВ до неузнаваемости. Легкую крылатую пехоту он сделал тяжелой, реализовав идею десантирования бронетехники из самолетов на многокупольных и парашютно-реактивных системах. Именно при нем ВДВ обрели невиданную ранее боевую мощь. История казахстанских воздушно-десантных войск начинается с истории возникновения Вооруженных сил Республики Казахстан. 7 мая 1992 года в Алматы в ходе межгосударственных переговоров окончательно разделились две последние армии в СНГ, до этого момента считавшиеся одним целым – российская и казахстанская. По наследству казахстанской армии досталась единственная воздушно-десантная часть, оказавшаяся по воле Генштаба СССР на территории Казахстана, выведенная из состава группы советских войск Германии и дислоцируемая в городе Котбус 35-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада. Местом дислокации десантно-штурмовой бригады стал город Капшагай. После разделения армий для бригады настали непростые времена. Вплоть до 1996 года шел большой отток кадров, но со временем ситуация стабилизировалась, а в настоящее время все части аэромобильных войск полностью укомплектованы. Согласно указа президента Республики Казахстан от 6 июля 2000 года номер 417 в городе Алматы было создано Управление мобильных сил. 12 ноября 2003 года указом президента Республики Казахстан мобильные силы Республики Казахстан переименуются в аэромобильные войска. На базе 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады был сформирован миротворческий батальон «Казбат», который через 5 лет увеличивается до бригады «Казбриг». Отдельный инженерно-саперный отряд специального назначения аэромобильных войск с 2003 по 2008 год выполняли миротворческую миссию в составе коалиционных сил по поддержанию мира и безопасности в Республике Ирак. Профессионализм и боевое мастерство наших миротворцев заслужили высокую оценку руководства зарубежных государств.
и командования коалиционных сил. Известно, что аббревиатуру ВДВ в советские времена расшифровывали как «Войска дяди Васи» по имени командующего Василия Маргелова. У аэромобильных войск Казахстана тоже есть основатель и первый командующий. Ныне главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Майкеев Мурат Джалелович. В настоящее время командующим аэромобильных войск Вооруженных сил Республики Казахстан является генерал-майор Джумакеев Алмаз Джинишевич. На сегодняшнем этапе развития аэромобильные войска – это наиболее боеготовый и высокомобильный род войск Вооруженных сил Республики Казахстан. Они являются резервом верховного главнокомандующего, предназначенные для боевого применения в кризисных ситуациях и способны в короткие сроки решать боевые задачи в различных по масштабу военных конфликтах. Необходимость создания аэромобильных войск Вооруженных сил Республики Казахстан обусловлена требованиями президента Республики Казахстан о том, что в составе вооруженных сил для защиты национальных интересов необходимо иметь сильную и высокомобильную группировку, позволяющую оперативно и адекватно реагировать на угрозы, возникающие вследствие изменения военно-политической обстановки на территории государства и за его пределами. Задачи, решаемые аэромобильными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан, входят в наращивание усилий войск, дислоцированных в непосредственной близости от границы и войск прикрытия, обеспечение стратегического оперативного развертывания войск, борьба с десантно-диверсионными силами и бандформированиями, проведение аэромобильных рейдов в тылу противника, вывод из строя центров оперативной устойчивости противника, захват и удержание важных районов, рубежей и объектов инфраструктуры, локализация вооруженного конфликта и разъединение враждующих сторон, участие в разоружении и ликвидации незаконных вооруженных формирований, оказание помощи дружественным государствам в соответствии с двусторонними договорами. Аэромобильные войска Вооруженных сил Республики Казахстан, храня боевые традиции, и сегодня являются грозной силой, способной дать достойный отпор любому агрессору, выполнить любую, даже невыполнимую задачу. Ведь недаром для всех десантников является на первый взгляд дерзкий, но подтвержденный реальными делами лозунг «Никто, кроме нас».